Сейчас слово предоставляется заместителю председателя Общественной палаты Республики, члену Общественной палаты Российской Федерации Наталье Альбертовне Кашпирской с докладом о ценностных ориентациях современного общества. Да, сегодня я хотела бы с вами поговорить о ценностных ориентациях, причем сразу хочу сказать, что этот разговор мы начали утром рано в 9. И делали это с 5-10 неравнодушными гражданами нашей республики и пытались соизмерить все, что делаем мы, с тем, что положено. Кликер у нас работает, да? Стремительно меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют, конечно, и новые повышенные требования к каждому из нас в целом. А это значит, что необходимо усилить свою работу по ключевым направлениям, каждый по своим, кто какое курирует направление. И ценностные ориентиры в обществе – это те ценности, которые определяют поведение и мировоззрение каждого из нас, формируют общие нормы и правила. Они отражают представление о том, что важно, что значимо для каждого из нас. Для чего они вообще нужны? Почему мы говорим о том, что нужно выработать общие, единые ценностные ориентации? Ну, потому что они упрощают общение. Потому что они регулируют наше поведение, и мы иногда понимаем, что то, что мы с вами делали 10 лет назад, сейчас уже недопустимо. Те позиции, которые мы разделяли 5 лет назад, сейчас уже невозможно разделять с кем бы то ни было. Поэтому они регулируют и наше поведение. Кроме этого, они позволяют нам сделать собственную самооценку и понять, правильным ли путем мы двигаемся. Также они помогают нам в социализации и адаптации, ведь ценности помогают интегрироваться в социальную среду. И, конечно, они помогают нам договариваться друг с другом. Потому что, сами понимаете, что люди, которые говорят на одном языке и разделяют одни ценности, это проще, всегда очень, намного проще. Именно с этой целью, уважаемые коллеги, была разработана в нашей республике Декларация ценностей государственного управления в Республике Саха-Якутия. Любовь к родной республике вдохновляет нас на служение для ее блага и процветания. Мы декларируем единые ценности, следуя которым создаем лучшее будущее для Якутии. Указом главы Республики Саха-Якутия 26 августа 2024 года за номером 410, который называется «О государственном управлении в Республике Саха-Якутия», одной из первоочередных задач как раз и была выработка этих самых единых ценностей. Я вам скажу больше, они уже выработаны. И сегодня я бы хотела вам просто показать их для того, чтобы вы понимали, что мы все живем по этим ценностям, по этим 5 направлениям. Итак, мы определили переход к новому типу культуры управленческой деятельности на основе этих самых единых ценностей. Обратите, пожалуйста, внимание на экран, вы видите, что все подписи управленческой команды нашей республики здесь есть. И определены 5 из них. Это человечность, единство, результативность, патриотизм и справедливость. О каждом из них можно очень коротко пройтись. Выглядит это примерно так. Вы видите, да? Итак, человечность. Конечно, мы заботимся о каждом человеке. Сегодня те доклады, которые были, они так или иначе говорят об этом. Мы заботимся о каждом человеке, мы проявляем понимание и участие. Все решения принимаются во благо человека, и мы создаем атмосферу взаимного уважения и сотрудничества. Вторая ценность – единство. Мы работаем в команде, конечно же, доверяем друг другу и открыты в общении. И также поддерживаем общественные инициативы. Третье – результативность. Мы несем ответственность за свой вклад в общее дело и готовы к изменениям. И постоянно повышаем свой профессионализм. Проявляем волю и решимость для достижения лучшего результата. Четвертое – это справедливость. Мы признаем и уважаем права и достоинства каждого человека, гарантируем законность действий и принимаемых решений, и по достоинству оцениваем труд каждого человека. И пятое – это патриотизм. Когда была выработка этих ценностей, я как раз принимала участие в этой группе, поэтому очень горжусь тем, что она прошла, эта ценность. Мы гордимся своей Родиной, мы ценим верность долгу и честность, и активно участвуем в развитии и защите нашего Отечества. Вот в рамках последней ценности реализуется один из проектов, который в нашей республике запускается буквально 16 июня.
Это кадровая программа «Якутия. Земля героев». 25 ребят, 25 защитников нашего Отечества, которые сейчас уже демобилизованы, они прошли отборочный этап и готовы уже в начале июня приступить к обучению. Их программа будет длиться, образовательная, в течение целого года. Они получат диплом о государственном муниципальном управлении, и именно это позволит им по окончании обучения быть назначенным на самые ключевые позиции. Коллеги, это очень важно. Это аналог той программы, которая реализуется в Российской Федерации под названием «Время героев». Именно выпускником этой программы является человек, которым мы гордимся с вами. Это Юрген Игорь Васильевич, который недавно получил назначение на высокий пост. И вот таких 25 управленцев к 9 мая 2026 года в нашей республике будут. Я этим горжусь, потому что это одна из ценностей, ценность патриотизм. Но для того, чтобы у вас было хоть какое-то представление о том, что из себя представляет эта программа, выглядит она примерно вот так. Это очные сессии, это стажировки в органах исполнительной власти, которые будут длиться, не поверите, по 6 недель. Это дистанционная сессия. Далее, в конце этого года, еще одна очная сессия. И далее, вы видите, 13 шагов нужно пройти каждому, чтобы добиться своей цели. Поэтому вот в рамках этой ценности будет реализован вот такой вот проект. Это ценность патриотизм. Только один из проектов. Кстати, сегодня говорили о том, что Общественная палата, проект, который я курирую, называется «Свои», он будет реализован теперь уже в рамках этой программы тоже. То есть наша задача теперь приглашать в нашу студию простых людей, и делать это будут уже наши 25 обучаемых, потому что грамотный, опытный управленец – это тот человек, который не только рассказывает о своих достижениях и заслугах, но и умеет видеть героев среди простых жителей республики Саха-Якутия, не обязательно тех, кто был на передовой. Потому что действительно героев у нас много. Поэтому вот такой проект, он реализуется. Вот так примерно выглядит, вот такие у нас будут занятия. Ну а что у нас было сегодня? Сегодня, коллеги, с первой половины дня каждый из вас по этим ценностям, кто принимал участие в панельной дискуссии, в страт-сессии, предложили свои проекты. Предложили те проекты, которые могут заинтересовать органы исполнительной власти, которые могут заинтересовать органы местного самоуправления для того, чтобы совместно с общественностью их реализовывать. Я назову несколько из них, и я очень хочу, чтобы вы услышали их посыл и услышали, что есть в этом очень хорошее рациональное зерно. Итак, проекты на уровне муниципальных образований. Например, запуск единой горячей линии против кибермошенничества, в основном рассчитанной на людей старшего возраста. Рейды по соблюдению ценовой политики. Они проводятся, но коллеги подчеркивали, что они очень важны. Анкетирование населения по выявлению проблем. Коллеги, это очень важно, и мы сейчас этого, к сожалению, не делаем. То есть действительно узнать запрос жителей Республики Саха-Якутия для того, чтобы адекватно вести свою работу каждому министерству. Проект «За чашкой чая», коллеги. Это обсуждение проблемных вопросов и вариантов их решения, то есть то, что называется на короткой ноге. Да? Очень хороший проект, мне понравился он, это персоналиум. Это создание интернет-ресурса по сохранению памяти о выдающихся людях районах. Это альтернатива той самой Википедии, которая не наша. Давайте создадим свою. Мне очень понравился этот проект. Кроме этого, конечно, озеленение общественных территорий, корзинка добра, это адресная поддержка тех, кому нужна действительно эта помощь. Это бодрое утро, зарядки на общественных пространствах. И кроме этого, на уровне органов исполнительной власти также прозвучали предложения. Это повышаем качество жизни, организуется сбор обратной связи от населения по реализации стратегических указов. Очень важный момент, чтобы директивные вещи писались не наверху, а инициатива шла снизу. Это всегда очень важно. Разработка системы лояльности деятельности органов исполнительной власти. И в этом общественники видят свою и потребность, и возможность принять участие. Независимый клиент. Предложен был такой проект. Это проведение мониторинга по доступности услуг отрасли. Мониторинг подготовки кадров для отрасли очень серьезная проблема, которая требует участия, наверное, всех нас. И проект по популяризации отрасли в молодежной среде. Вот такие были проекты
Вот такие были проекты предложены. Очень жалко, что не все внимательно их слушают, но мне кажется, что совместными усилиями мы точно сможем сделать так, чтобы ценности, которые сейчас реализуются в нашем государстве, были доступны для каждого, и чтобы каждый из нас понимал, что мы вносим определенный вклад в то, чтобы жители нашей республики чувствовали себя уверенно и были уверены в своем завтрашнем дне. Большое спасибо.